Вы знаете, вот у нашего народа есть такое удивительное качество. Мы вот в устной речи настолько красноречиво можем озвучивать те или иные проблемы и пожелания, и почему-то вот никогда не можем эту мысль завершить точным изложением в каком-либо документе или даже вот в такой записке. В начале собрания было предложено, воспользуясь случаем, что здесь сидит председатель комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым. Здесь сидит председатель Рескомитета по делам национальности Совета Министров Автономной Республики Крым. И мы, ваши верные слуги, Совет представителей. Была прекрасная возможность не только пожелать общие глобальные проблемы, которые волнуют всю нацию, но и более приземленные, конкретные проблемы. Наверняка у каждого сидящего здесь эти проблемы есть. Ну вот, теперь я просто зачту те вопросы, которые поступили, и те предложения, которые поступили на фоне тех выступлений, которые здесь звучали. Значит, первая записка. Где располагается офис Совета представителей крымско-татарского народа, когда и кто осуществляет прием людей? Значит, по предварительной договоренности, которая была озвучена на первом же организационном заседании Совета 30 января этого года, было принципиально договорено, что Совет представителей будет располагаться в здании Совета министров Автономной Республики Крым на площади Ленина. В настоящий момент там на 4-м этаже предполагается выделить две комнаты для того, чтобы можно было работать с населением. Там идет сейчас ремонт. Мы надеемся, что этот ремонт в ближайшее время закончится, и тогда мы точно можем сказать и дни приема, и так далее. Но, несмотря на это, у нас есть официальное представительство в представительстве президента Украины в Крыму, на улице Совнаркомовской 3, по-моему, там, или 5, вот, возле главпочтамта. Там есть секретариат Совета представителей крымско-татарского народа. Вы туда можете все свои пожелания, предложения, проблемы в письменном виде передавать, и в тот же день эти все ваши замечания будут представлены по назначению, по тем направлениям, которыми мы тут занимаемся в Совете. Вот. Это вот по первой записке. Вторая записка. Будет ли ротация, если члены Меджлиса не будут участвовать в Совете представителей? Я думаю, не только члены Меджлиса подвержены будут этой ротации. Безусловно, вы наш главный судья, и вы будете давать оценку работе Совета в целом и каждого представителя в частности. И если эта критика или эта оценка будет негативной, конечно, будут и сложены официальные предложения по замене тех или иных представителей на более достойных решать насущные глобальные проблемы. На данный момент, чтобы избежать обвинения членов Совета в том, что мы раскалываем народ и выталкиваем своих оппонентов, на первом заседании Совета мы оставили специально вакантную должность заместителя председателя Совета для тех 9 отсутствовавших тогда членов Совета. Мы еще раз призываем их включиться в эту активную работу, если их слова и призывы о единстве нации являются искренними, а не просто позерством. Поэтому, конечно же, ротация предстоит, и эта ротация предстоит в ближайшее время. Значит, один вопрос тут поступил НВРБ, я ему передам трубочку, а потом предложения, которые поступили, тоже зачитаю. Так, а ко мне обращение было из поселка Зуя, это Мемедбей, руководитель у нас, получается, культурного центра. На самом деле есть проблема, я так понимаю, материально-техническая, поэтому я просто прошу Мемедбея просто обратиться ко мне. Я думаю, мы в комиссии, у меня в Верховном Совете эту ситуацию рассмотрим и продумаем, каким образом решить в целом проблему. Потому что такая частная ситуация, я не вижу смысла сейчас на собрании забирать время у уважаемых людей.
Я думаю, мы отдельно с вами, я вас приглашаю к себе в комиссию, в гости. Мы там сядем, все эти вопросы технически обсудим. Яша? Теперь еще я хотел бы воспользоваться моментом, я не выходил, и у меня есть предложение, сегодня многие из вас сделали предложение по работе Совету. В целом я увидел высокую активность, практически каждый 10-й присутствующий здесь сделал свое предложение. Это не на каждом общественном собрании есть такая активность. Это говорит о том, что ваше собрание является сбором таких активных патриотов крымских татар, которые на самом деле болеют и стремятся к каким-то действиям. Поэтому это приятно видеть. Но я от себя хотел бы сделать такой вариант, предложение, которое, может быть, будет рассмотрено. Сегодня известно, что большое количество крымских татар от сельских советов до Верховного Совета являются депутатами. И на самом деле их порядка 1000. Как-то в начале каденции, этой каденции было об этом указано. Это депутаты из числа крымских татар, которые относятся к разным политическим силам. Я бы предлагал Совету проработать какое-то общее собрание этих, с этими депутатами, собрать их в одном здании, в одном помещении и провести какие-то общие беседы, мероприятия, направленные на их обратную связь с Советом, потому что сегодня Совет это на самом деле единственный представительный орган всех крымских татар, а депутатский корпус, он сам по себе является представительским таким элементом вообще для общего народного процесса, поэтому необходимо наладить эту связь и отработать все взаимодействие с депутатским корпусом. Есть определенная тенденция, когда из созыва в созыв депутатский корпус обновляется где-то в пределах 30-50%. На самом деле приходят депутаты абсолютно новые в этой депутатской деятельности. Они многие не понимают вообще, что им делать, как им себя вести, какие у них есть права и функции. Поэтому здесь, возможно, представительскому органу было бы полезно отработать с ними эти мероприятия. Они могли бы иметь юридический консультативный характер. Какие-то, может быть, более опытные депутатские функции разработать, разложить в деталях и подсказать депутатскому корпусу более эффективно выполнять свои функции в будущем. Но это созывы уже заканчивают свою деятельность, 2 года еще есть, поэтому я думаю, еще есть смысл в этом плане поработать. Это Лемтунага, есть такая рекомендация, которую я бы хотел бы внести от себя. Все, спасибо, Саулмас. Я еще должен озвучить 2 поступивших предложения уже непосредственно и в Совет представителей для будущей работы, но и для организаторов и комитета 3-го общенародного собрания. Значит, здесь записка поступила на имя председателя Совета, в котором указывает, что местные советы во главе с головами используют закон о местном самоуправлении, в котором не отражен совершенно никак репрессивный крымско-татарский народ. Нет, также он не указан также в земельном законодательстве Украины. По мнению Энвера Мамута из города Алушты, необходимо это отразить в этих законах с тем, чтобы каждый и на местном уровне и так далее можно было решать многие вопросы, в частности и выделение земли для строительства жилья, и выделение квартир, в том числе из старого фонда, и представительство в органах власти. Естественно, эти предложения звучали и в выступлениях других ораторов. Здесь также Музаир Решетов поднимает вопрос о необходимости использования на данный момент, пока не решен вопрос в целом, кардинально вопрос о восстановлении исторической топонимии, подумать о механизме внедрения и использования указателей наименований населенных пунктов Крыма на русском и крымско-татарском довоенном 1944 года языке. Вот такие предложения поступили. Все, больше вопросов и ответов пока нет. Отличные вопросы, 2 последних. Значит, первое, по топонимии. Это вопрос законодательно-творческого характера. Мы с Эльмером должны, все 3 здесь сидящие, я имею в виду организации, поставить это решение, этот вопрос на постоянной национальной комиссии. Мы хотели это сделать при прежнем председателе.
Но это подойти надо с точки зрения законодательного характера, обосновать, понимаете, да? Это давно уже очень много писем от населения, от национальных ветеранов по всем этим делам. И второе, по вопросу самоуправления, там, где руководителем работают наши соотечественники, и этот же вопрос тоже надо обсудить с участием Рифата Периутовича и, конечно, нас, депутатов, и я совмещаю депутатство, и как председатель. Это вопрос законодательного характера, НВР. Поэтому я бы считал, что вот эти вот проблемы надо в апреле, в мае рассмотреть, отработать и вынести это на национальной комиссии. А потом, если необходимо будет, вынести на сессию, повестку сессии, на сессии обсудить, обязать, и так далее, и так далее, и так далее. А там можно обязать и исполнительные органы на местах, в районах, в городах. Это очень хорошие вопросы. Саул. От ветерана национального движения Темиркаева Энвера Ага из села Украинка поступило письмо, я его лично передаю Леониду Романовичу Безаеву. Энвер Ага, вы следите. Так, покажите себе. Да.